Джон ле Карре, выдающийся английский писатель шпионских романов, а также бывший профессиональный разведчик. Родился в 1931 году, скончался в декабре 2020 года. В литературных кругах Джон ле Карре стал известен на весь мир благодаря своим шпионским романам, в которых автор акцентирует свое внимание не только к сюжету, но и к мельчайшим деталям характера героев, обстановки, общей атмосферы и так далее. За свою литературную деятельность написал 22 романа, многие из которых покорили сердца читателей. Его художественные произведения обрели свое отражение в экранизации фильмов и сериалов. Примечателен тот факт, что литературное творчество писателя из Великобритании не обошло стороной и заинтересованность к ингушскому народу. Джон ле Карре – единственный, кто сумел донести до мировой общественности о несправедливом положении ингушского народа, о его незаслуженных трагедиях 1944 и 1992 годов, о его свободолюбии и борьбе за выживание, о его лишенных землях. После визита в Москву в 90-х, писатель познакомился с некоторыми ингушами, в частности, со следователем Исака Стуоевым, которые и поведали ему о трагической участи ингушского народа. Джон ле Карре решает наглядно продемонстрировать своим читателям о насущных проблемах ингушского народа, и чтобы добиться этой цели, написал книгу под названием «Наша игра», которая была издана в 1995 году. Книга известного на весь мир английского писателя Джона ле Карре под названием «Наша игра» не является каким-либо историческим документом, а является художественным произведением, включая в себя элементы мемуаров. Но кроме художественной части, книга имеет вполне реальное понимание и анализ происходящего на Кавказе и в Ингушетии. В повести «Наша игра» наглядно показано, как ингуши борются за право жить на своей земле. Из Англии события книги перетекают в горную Ингушетию и повествование заканчивается в горном ингушском селе. Джон ле Карре в своей книге поднимает проблему пригородного района Западной Ингушетии и четко рисует гордый характер ингушского народа, дает понять, что ингуши никогда не откажутся от прав на своей территории. В своей книге под названием «Наша игра» автор уделяет пристальное внимание описанию гордого и многострадального ингушского народа, восстанавливает справедливость и воссоздает чувственную подачу сожаления и солидарности по отношению к незаконно угнетенному народу. По сюжету книги, главный герой Ларри Петтифер облекается в плоть и кровь лишь через воспоминания не менее важного героя Тима Кренмера. Оба – бывшие секретные агенты Великобритании. Внезапное исчезновение Ларри и Эммы заставляет Тима пуститься на поиски ответов на вопросы, которых у Тима сложилось тысячи, особенно после того, как он узнал, что Петтифер с Чичиевым, ингушом, бывшим сотрудником КГБ, украли 37 миллионов фунтов стерлингов. В письме Ларри к Эмме он находит причину осознанного выбора, сделанного Ларри, уехав на Кавказ. Приведем фрагмент этого письма из повести «Наша игра». Так получилось, что я ингуш, и мне нет нужды говорить тебе, что я на стороне тех народов, которые не имеют голоса в этом мире и которые не знают, как вести себя там, где бал правят журналисты. Право ингушей на выживание – это мое право, и твое право, и право всякого доброго и свободного человека не склоняться перед злобными силами дезинформации. Будь то коммуняки, капиталистические свиньи или тошнотворная партийная пропаганда тех, кто присваивает себе монополию на здравый смысл. Так получилось, что я ингуш, потому что мне нравится их любовь к свободе, потому что у них никогда не было ни феодализма, ни аристократии, ни крепостных, ни рабов, ни деления общества на высших и низших, потому что они любят лес и карабкаются по горам, потому что они поступают со своей жизнью так, как все мы, остальные, хотели бы поступить.